Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в Горном Улусе. И мы решили посетить Центр дополнительного образования села Бердигистях. И рядом со мной находится педагог дополнительного образования Лукерия Ивановна. Лукерия Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о вашем центре, но хотелось бы сказать телезрителям, что это достаточно новое здание, очень красивое, яркое. Вот как давно вы работаете здесь и чем занимаются ребята? Новое здание у нас, мы приехали недавно, ну, годиков 4. А раньше у нас здания все были деревянные, старые, но вот очень красивое здание у нас сейчас. Здесь занимаются дети в разных кружках, увлекаются своими интересными делами, занимаются различным видах кружков. Я руковожу кружком национальной культуры, где дети обучаются игры на хамусе, асолхой запевать, и обучаем национальным видам культуры. Вообще. Обучают свою национальную культуру. Очень интересно. Но сегодня мы не будем играть на хамусе, сегодня мы будем творить, ведь проект у нас называется «Мы вам покажем». Это уже ваше хобби, да, Лукерия Ивановна? Да, это мое хобби. Сегодня мы будем показывать мастер-класс по эпоксидной смоле. Эпоксидная смола очень интересный материал, капризный и в то же время очень увлекательный. Сегодня мы будем заливать интересные фигуры, так как скоро у нас будет Новый год, и мы будем заливать олени красивые. И для этого нам нужно использовать молды. Молды бывают разные, резиновые. Можно делать самостоятельно, но они и в продаже имеются. Готовые уже, не надо думать, вот, да? Пожалуйста, готовый олень, да? Много ума не надо, да? Молды — это, по сути говоря, формочки, да? Это формочки, готовые формочки, которые служат нам формой. Так. Работа с эпоксидной смолой, надо соблюдать некоторые правила безопасности. И мы используем резиновые перчатки, маску, так как когда мы будем перемешивать две составляющие вещества, выделяются вредные пары. Должны беречь свой орган дыхания. Все понятно. Так. Но мы временно будем, да, надевать, потому что все-таки у нас формат программы, да, мы не можем всю передачу сидеть в масках, да. Мы же не зря макияж наносили, готовились, да. Я даже знаю, что даже шапочки надевают на голову, да, чтобы волосы уберечь. Да, но у нас тоже красивые прически, поэтому не будем сегодня шапочки надевать. Но, дорогие телезрители, если вы это будете делать в домашних условиях, все-таки позаботьтесь об этом заранее. Шапочку обязательно, масочку, перчатки, это все ради вашей безопасности. Итак, вообще работа с эпоксидной смолой с чего начинается? Начинается подготовка материала. Так, составляется, например, план составляется, что вы хотите сделать. Картину, часы или изделие маленькое, или украшение. Для этого существуют различные виды смолы. Смола бывает разная, жидкая, средней консистенции и густая смола. Густую смолу обычно для чего используют? Густую смолу для украшений. Бижутерии. Там, чтобы не сломалась, да? Да, и потом ее используют как финишную смолу. Опять же, опять же. А жидкую можно для больших объектов, да? Да, жидкую используется для, для больших объемов, например. Столы, столешницы делать, заливать. Лукерия Ивановна, мы знаем, что вы очень увлеченно занимаетесь, да, таким хобби, как работа с эпоксидной смолой. У вас есть работы, да, и вот на этих работах можно рассказать немножко про технику, да, какая вообще техника существует? Да, техника разная есть. Используются различные краски. Краски бывают тоже разные. Например, есть пигменты готовые. Просто засыпал туда порошочек. Да, они порошковые бывают. Есть краски жидкие на спиртовой основе. И бывают гелевые краски. Так. И эту консистенцию вы выбираете, когда делаете окраску.
для смолы. Существуют такие красивые вещи, вот блески разные. Ага, это для украшений можно сделать. Вот камни какие-то даже есть, Вот стеклышки. такие, это специальные зеркальные крошки, стеклянные, разного цвета. Бывают золотые, зеленые, серебряные. И это тоже идет так. Это для любителей вот всего блестящего, да, кто любит стразы, вот это прям для девочек. Для создания красивых вещей, Вот, посмотрите. для красивой картины. Можно использовать также натуральные камни, они тоже в продаже бывают. А сегодня мы будем использовать смолу средней вязкости фирмы Apex Master. Так. Смола у нас составляется из двух составляющих. Это смола и отвердитель. Уже сразу там есть он? Да. Отвердитель здесь отдельно. Отдельно. А если отвердителя будет мало, то работа может и не получиться, и не высохнуть. Поэтому для работы с смолой обязательно должны так соблюдать инструкцию. Соотношение должно быть правильное. Правильное соотношение. Итак, мы с Лукерьей Ивановной готовы к работе с эпоксидной смолой. Как мы уже говорили, необходимо себя обезопасить. Поэтому масочки, перчатки уже на нас. Так, заливаем смолу. Обязательно должны быть весы. Сколько нам понадобится смолы на изготовление вот одной такой новогодней игрушки? Так, мы заливаем 50 граммов. Ровно должен соблюдать 50 граммов смолы. Так, это процесс не очень быстрый. Так, сразу закрываем. И добавляем Отвердитель. отвердитель. 25 у нас получится. То есть половина отвердитель должен быть? Нет, 1/3. 1/3. 1/3. Так, у нас получится вот так. Если отвердителя будет мало, получится так, что у нас работа не высохнет, да? Итак, мы использовали, получается, 50 грамм смолы и 25 грамм Отвердителя. то есть половинка. Итого вышло 75, верно? Да. 2 к 1, в общем. Так. И это все мы перемешиваем минут где-то 3. Вот, пожалуйста. Хорошо, 3 минуты. Размешивайте. Хорошенько. Такая- Но не только это, не очень быстро, чтобы пузырьки не появлялись. Медленно надо, да? Медленно. Такая- Но со стенки надо хорошенько скрести. Скребать хорошо нужно. Так, помешиваем. Не торопимся. Лукерья Ивановна, почему вы стали заниматься именно эпоксидной смолой? Откуда пришла такая идея? Жили, не тужили? Ну, это очень интересно. 1 год я сидела в отпуске. Ну, хотела что-то интересным заняться. Посетила много мастер-классов мастеров по эпоксидной смоле. А так-то я сама самоучка. Хорошо, что по интернету можно посмотреть, по каналам посмотреть работа разных мастеров. Обучиться можно. Онлайн все, да, сейчас? Все онлайн. Находишься где-то вдалеке, но можно это... Да. Узнать, чем занимаются люди на большой земле, да, так сказать. Так, хорошо, ну вроде бы... Ну хорошо, мы размешали, а потом мы это так разольем сюда. Какие-то ламужи. Так, вытаскиваем лопатку. Аккуратненько мы это все вытираем. Ложим. Так, мы будем использовать 2 различные краски, поэтому мы делим пополам. Делим пополам. Вот так вот. Получается. Так, берем краски, вот, белые, на спиртовой основе.
и поэтому надо будет ее сболтнуть немножко, чтобы растворилась краска. Так, берем и капаем. Несколько капель. Ага, да? несколько капель. И берем, и это заново вы замешиваете маленькой лопаткой. Так. То есть, по сути, при работе с эпоксидной смолой там много и не надо, да, вещей. Больше вот на декор уходит, да, наверное? Да. А так вот краски все по капельке, да? Мгм, да, краски по капельке. Они продаются наборами. Можно купить в интернет-магазинах. Сейчас вот чего только нет, да, в мире для творчества. Независимо вот от возраста можно заняться интересными делами. Мгм. Так, у нас получается. У вас белое получилось, Еще полупрозрачные. полупрозрачное. Тогда мы еще добавим белую перламутровую краску. Так. Краски надо брать с сухой спашкой, потому что если они будут мокрые, то потом краска высохнет. А вот волшебная получилась пыльца здесь. Так, это серебряными блесками. Мгм. И к этому мы добавим нашу как блестки. То есть перламутра нам мало, еще хотим блесок. Ну да, у нас же новогодняя игрушка. Вот новогодние, и поэтому добавляем блески. Так. Замешиваем все красиво до однородной массы. Потом замешивание, подготовка смолы занимает некоторое время. Но создание картины, например, 30 на 30 размером, да, займет время работы смолы в основном до 40 минут. И поэтому мы засекаем время, смотрим, и в течение 40 минут мы должны успеть все это замешать. сделать. Не то, что замешать, а уже работу должны закончить. Иначе потом она начнет подсыхать уже, да? Да, уже будет подсыхать, уже будет трудно. Так. А другую расцветку мы возьмем темно-синий блеск. Такой. Ну как, блески хватает? Посмотрите, хватает. Да. Хватает. Красиво. И если надумаете, чтобы добавить немножко блеска, можно добавить в мол сухие блески. Вот. Лишненькие можно тоже добавить, а потом... Ну все, в принципе, у меня получилась такая полупрозрачная серебряная консистенция с мелкими блесками. Вот так, да? Это такая перламутровая, Так. я бы сказала, вещь. Такая вот нежно-нежная. То есть такого прям ярко кричащего цвета нет, потому что ярко кричащий цвет у Кири Ивановны. А у меня получился синий оттенок такой, красивый, с блесками. И это мы будем заливать. Так. Самый интересный процесс, мне кажется, вот что получится тут, да, в формочке. И как заливать. Можно бахнуть так, и будет не очень красиво, да, Да, наверное? сразу резко мы не льем, аккуратненько все делаем. И поэтому я тут немножко отрезала верхнюю часть стакана, чтобы получилось тонкий носик. Так. Какой берем? Берете вот эту. Хорошо. Начинаете, тут носик сделаете, вот так, когда держите вот так вот. И аккуратненько вот так вот заливаете прямо отсюда, вот так, и по краям. Так. Волнительный момент. Волнительный момент сразу. Ну, вот Откуда начинать? нежно, С мелких? С мелких можно начать, с головы, так наливаете вот так вот. И сразу, вот где на рога. Туда попасть еще? Да, носиком.
Аккуратненько. Ага. Ага. Вот. Ювелирная работа. Да. Ну, потому что Не здесь... должна, это, как говорится, рука дрожать. Да. Ага. Заливаете все эти маленькие дырочки аккуратненько. И все как будто вот так идет. Ой. Ничего, пускай это Лежит. ага, лежит. Так, а высохнет. как вот туда в щель? Мгм. В щель тоже заливаете. Так, сюда можно она растечется. И помогать нельзя, да, наверное? А помогать тоже можно. Зуботчисткой тоже можно помогать. Так, Заливаете. Получается? да. Ага. Вроде бы да. Все ненужное уходит сюда в туловище Да, оленя. ага. Ничего страшного, да? Все равно уйдет на место на свое. Так. А сверху тут должно быть как-то очень культурненько. Ага. Ага. Вот так вот. Забираем сюда. Так. А И как понять, что хватило? Все, да, вроде бы? Мгм. Когда вот до краев идет, видно же, блестит, идет. Тогда всё Так, хватило. заливайте, да. Вот остальные. здесь уже попроще. Ага, аккуратненько. Ага. Тут на хвостик тоже. Вот так. Заливаете все. Ой, туда бы еще попасть на этот хвостик. И сюда. Вот так вот. Ага. Можно зубочисткой вот так помочь. Протолкнуть, да? Угу. Так. Заливайте. Вот до сюда. До конца нужно заливать. До конца. Ну да, ножки Ага. надо еще. Ножки аккуратненько. Вот сюда, до сюда заливайте. Вот, до сюда. А я хотела так протолкнуть, нет? Чтобы... Боюсь туда залить, запачкать. Ну-ка, и тут. Все до конца? Ага. И остальные, вот остаток нужно будет хвостик. И остальные часть, вот у вас как-то получилось. Поднимаете и все заливаете. Серединку? Ага, серединку заливаете. Так. А вот это, вот так, аккуратненько заливайте. Так. Все попало точно? Все попало, красиво. А здесь точно все попало? Или еще Да. побольше залить? Чуточку можно долить вот до сюда, головки. Это все методом проб и ошибок, да? Да, все это приходит С со опытом. временем, с опытом приходит. Так, теперь буду заливать я маленькие оленя. Хорошо. Маленький-то еще мельче, там детали. Ого-го, сколько. Так, берем, делаем маленький носик такой аккуратненький и начинаем заливать. Ну вот на ярком цвете, наверное, больше будет видно, да, как перемещается Да, эпоксидная смола с места на место, да? да. А какие работы у вас лично вы делали? Что вам больше Когда всего я начинала, запомнилось? очень захотелось мне залить стол. Я сразу да? сразу начала с большой работы. Ну, наверное, это мечта моя была. Мгм. Получилось? Получилось. Очень красивый стол получился. А потом захотелось залить вторую столешницу круглую с использованием шлифовальной машины. Я там делала островки. И у меня получились свои Мальдивы, как говорится. То есть здесь... А на мастер-класс приходят люди, которые вот никогда не рисовали, Вот-вот. никогда не пользовались, эпоксидку только первый раз увидели. Ага. Ну, начинает работу, И все получается. и все получается. И получает огромное удовольствие. Радуются и говорят, неужели это я сделала? Да. Да, Вот мы часто так мастер-классы проводим и удивляемся, неужели это мы делаем? да. Ну вот у вас все так аккуратненько залилось. Ну, это немножко, это, как говорится, опыт. Да. А где маленький еще? Этот? Палочка, вот. Нет, не палочка.
Вот. Так, 2 фигурки, да, у нас? А вот маленькая вот сюда. А была. маленькую куда положили? Вот сюда. Вот сюда. Можно залить. Так вот, давайте. Вы зальете, да? Синюю. Синюю. Давайте. Так. Ой, Угу. Носочек мы. потихонечку. А сегодня есть ли какая-нибудь идея, что бы вы еще хотели сделать из эпоксидной смолы? Картину хотелось бы сделать тоже с использованием различных этих стеклянных крошек. Угу. Создать текстурную картину. Я пробовала, делала. Текстурные картины тоже очень интересные. Вначале картину делаешь из текстурной пасты, Угу. А потом? форму, а потом заливаете смолой. То есть там уже надо владеть другим материалом, да? Угу. Там нужно будет работать, очень тонко работать этой пастой. Текстурная паста продается Угу. в магазинах. Лучше брать готовый, потому что в домашних условиях тоже, говорят, можно сделать, но я доверяю готов материалу, потому что они соблюдают все эти Пропорции. пропорции, состав нормальный. Вот так. Все. Сделали? Так, сделали. У нас получилось 3 олененка. Вот так, отдельно. 1, 2, 3. 1, 2, Дальше 3. что мы делаем? Ага. Мы еще подготовим. Вот остатки, например, вот у нас осталось же, да, немножко. Вот это мы зальем, украшение сделаем. А, ничего не пропадает, да? Ничего не пропадает. Остаток мы никуда не это самое. Мы зальем. Вот. Помешивайте хорошенько. Остаток смолы мы помешали хорошенько. Это у вас сережки. И сережки делаем. Сережки можно сделать. Так, у нас сколько там много осталось? Много, так, да. Ага, и половину мы зальем синий. А, то есть перемешать можно? Можно вот так. Вот так сделать. У нас получится. Модная сережка. Тогда с этой стороны надо, с этой да? стороны. С этой стороны Разницы белая. нет. Ага. Оп. И с этой стороны заливаю я. Например. Вот так вот. Вот мы вроде бы потратили-то совсем немного смолы, а столько всего можно сделать, да? То есть расход материала не очень большой, да? Сюда тоже можно. Наполовину вы заливаете. Еще бывают разные такие стаканчики, которые сразу носики 3 штуки, да, как говорится. Так, ой, много налила. А давайте белую сделаю. такую. Белую сделаете. Так, и сюда. И сюда белую. И вот эти остатки маленькие, да, можно сделать на кнопочке. Залить все, заливаем все. Вот так, маленькие. Вот так вот. А когда мы их будем соединять, получится разные сережки. И здесь мы смотрим, насколько полно мы сделали. Все. Так вот. Чуть-чуть добавим, мало кого-то. И вот если мы правильную консистенцию сделали, да, то она не сломается, правильно? Она не сломается, и это высохнет через 24 часа. Высохнет. Готово. Вот. А У нас блески когда добавляются? Потом? А блески, вот эти большие Камни, да, которые. камни совсем в конце, а здесь мы не будем добавлять, потому что здесь блески сами Уже есть. уже есть. Заранее мы это. Как сказала Лукерья Ивановна, работа с эпоксидной смолой требует, конечно же, времени, да? Да. Потому что сушка
подобного, да, изделия занимает у нас около 24 часа. 24 часа. То есть вот наши залитые молды стоят рядышком, трогать их нельзя, да? Нельзя. Высыхают при комнатной температуре они? Да, при комнатной температуре от 22 и от 25. В комнате должно быть тепло, ну, соблюдаем этот режим. Мгм. И после 24 часов у нас появляется вот такая красота. То есть вот она, игрушка новогодняя, да, на елочку, либо это может быть подвеска в машину, либо это может быть даже, не знаю, приклеить на кровать можно, да, можно наш шкаф украсить, окна украсить. То есть здесь уже вот эту фигурку можно использовать в разных, да, направлениях, так сказать, да. Самое интересное, что это сделано своими руками, и это очень так празднично. Мы видим, как переливается перламутр, который мы размешивали, как блестят вот эти блестки, да. Ну и как в целом это все очень красиво выглядит. Мы чем-то должны шкурить поверхность после того, как вытащим ее из... Ну, если получается, что тут немножко, если шероховатости есть, то шкуркой можно пройтись. А так? А потом полируете. А так, в принципе, вот здесь не требовалось, да? Ага, здесь не требовалось. Идеальной формы благодаря волшебным молдам, да? Да. Вот. Молды бывают разные. Ну, например, из этого молда выходит очень красивая брошка, например, вот такая. То есть то же самое, залили 2 цвета эпоксидной смолы в этот молд, потом аккуратно сняли, прикрепили застежку и готовая брошь со всеми такими мелкими деталями, да? Да, очень красиво. И упрощает процесс работы, да? Самостоятельно так сложно было бы сделать, да? Конечно. А здесь залил и забыл, да? Мы видим, вот как будут выглядеть сережки, которые мы сегодня тоже залили, да, только в другой цветовой гамме. У нас будут бело-голубые, а здесь красно-зеленые сережки. Тоже очень красивый переход, да, от цвета к цвету, как будто так и должно было быть, да. Здесь мы видим готовые работы, вот это у нас... Это у нас для украшения. Подносик. Подносик для украшения. Здесь были использованы паталь. Патали тоже бывают разного цвета, серебряные, золотые. Можно залить, вот как говорится, прозрачную смолу. Да, это вот кусочки патали, это вот кусочки такие, да, у нас, которого золотистого цвета. Здесь подсвечник, тоже патали. Очень красиво. И здесь у нас уже... Тоже комбинированная работа с использованием 2 цветов, золотой и темной окраски. Но уже совершенно одно и то же блюдечко под украшение выглядит совершенно разно, лишь потому что мы использовали разный цвет, да? Здесь у нас помельче, да, вот такие блюдечки в виде ракушек. В виде ракушек. Кирия Ивановна, спасибо большое за прекрасный мастер-класс, за ваше гостеприимство. Мы желаем вам побольше благодарных учеников, которые приходят к вам, побольше заинтересованных детей, которые хотели бы, да, изучать культуру народа Саха, в частности игру на хомусе, да. Ну и здоровья вам и креативных идей творите, у вас очень хорошо получается.